Прекрасная женщина, сладкоголосая певица, обладательница нежного сопрано, регент церковного хора, гимнастка, артистка цирка. Это все о нашей гости. Зара Бутаева живет и работает в Москве. Сейчас находится на отдыхе в Осетии. И сегодня любезно согласилась прийти к нам на передачу. Зара, добро пожаловать. Спасибо. Вы начинали творческий путь как актриса цирка. Да. Что вы заканчивали? Я заканчивала Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева-Карандаша. Московское. Ну, оно на тот момент было одно в Советском Союзе. В акробатике вы достигли больших профессиональных высот. Расскажите о самых ярких моментах. С кем из известных цирковых артистов вам посчастливилось сотрудничать? Самый, наверное, известный Эмиль Емельевич Кио. Ездили мы в 93-м году в Японию, полугодовой, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, приличное время мы ездили по северу Японии. Ну, и Саппоро, и как бы много. Хоккайдо. Север Японии – это Хоккайдо. Нас даже учили, как это все называется. Всячески, пока на корабле мы туда плыли, то там эти боцманы и капитаны, они нам все объясняли, как можно различить Хоккайдо, Хансю, Сикока, Кюсю. Вот. Так что на Хоккайдо выступали. В 1988 году мы выпустились, и это была первая в истории вообще училища циркового. Первая премия была присуждена, ее выделили лучшему номеру курса. И вот с тех пор как бы стали, я не знаю, каждый год они ее дают или просто когда есть такой номер. Вот, и нам ее дали первую премию в истории этого училища имени Румянцева-Карандаша. Ее учредили. И потом нас сразу позвали поехать на юношеский такой вот, ну, для молодых талантов конкурс в Париж. Потому что номер был, назывался ханд-вальтиш, ручной вальтиш. Ну, вальтиш – это перелет на небольшие расстояния. Вот. И у нас не было ничего, кроме костюмов в номере. То есть это настолько вообще удобно, никакой аппаратуры, ну ничего. Вот костюмы в сумочке и поехали. А уровень был очень высокий. То есть на тот момент это один из лучших номеров, ну, в акробатике в мире. Я не говорю, не берусь судить другие, но это было. И потом внесли в Книгу рекордов России. Где-то у меня даже есть эти документы, все это все есть. Радостное событие, поздравляем. Спасибо. Зара, зная, что век циркового артиста недолог, почему вы отдали предпочтение все-таки этой профессии? У вас замечательный голос. Может, надо было поступать все-таки в консерваторию? Вы знаете, было еще в детстве. Моя мама дружила с подругой Шмыги. Значит, она певица оперетты, и она говорит, этой девочке, а мне было что-то 5 или 6 лет, я просто прыгала, она играла на пианино, ну и как вот с детьми общаются, она говорит, этой девочке надо заниматься музыкой. Ну, что-то не получилось, то ли пианино тяжело было тащить наверх на 8-й этаж, ну, как-то так вот не случилось. То ли ставить его не нашли, куда. В общем, я немножко, правда, позанималась все равно с этим педагогом. Вот. И она увидела это уже тогда, хотя я не пела. Ну вот что-то к музыке, она вот какой-то, вот, видимо, какой-то талант, она узрела. Какие произведения у вас преимущественно в репертуаре? Классические. В основном классические, есть народные. Вот я сегодня бы хотела, наверное, народную спеть, русскую очень красивую песню. Вот. Ну, вообще классика. Классический вокал, оперы, арии из опер. Вот, какие-то романсовые такие произведения. Вы также активно участвуете в православных богослужениях. Что дает вам пение в церковном хоре? Вы знаете, я даже не знаю вообще, как это получилось. Это было очень интересно. Когда меня встречали на улице люди, ну и что-то мы общались, ну, разговариваем, ты где работаешь? Я говорю, в цирке. В церкви? Я говорю, в цирке. В церкви. И это было не один раз. Как я потом так я туда и попала. Это удивительно. Мистика. Вообще просто, я даже до сих пор не могу понять, как это случилось. Вот по-хорошему. Я ушла, бросила все. Ушла с такой высоты цирковой. Мы взлетели очень высоко. И я приехала домой. Мама говорит, посмотри, какой я организовала хор.
Я говорю, ой, как хорошо, мам, как это прекрасно. А я такая вся, значит, из Японии один раз, то второй, то оттуда, то отсюда вся. Она говорит, хор. Я говорю, да. Ой, очень приятно. Скажите тогда, Зара, какие основные особенности церковного пения? Вы знаете, там все-таки идет упор не столько на музыку, сколько на слово. Мгм. То есть вот смысл нужно донести до молящегося, да, обязательно выделить словом, показать эту мысль, да, хорошо бы довести. Вот ты там какие-то большие полотна поешь, а мысль надо, потому что иначе, а что человек тогда зачем пришел? Он должен получить это. И, кстати, очень много не нужно такой вот супер красивой музыки. Я ее очень люблю. Но иногда она мешает. Вот где-то надо все в меру, чтобы слово не терялось за какими-то большими такими руладами. Зара, говорят, творческие дети вырастают в тех семьях, в которых семейная обстановка живая, позитивная, яркая. Очень важен оптимистичный настрой родителей, особенно матери. У вас в семье все поколения творческие. Расскажите нашему зрителю про вашу семью. Да, это действительно очень много получилось у нас именно каких-то творческих таких вот нитей. Откуда они идут, я даже не могу сказать. Какое-то вообще, наверное, ну вот это чудо. Говорят же, что посмотри на свою родословную прямо на 7 поколений назад и берись за любое. Мгм. За любое ремесло, оно пойдет, что тебе удобно и нравится. Ну, мой дядя, мамин брат, потрясающий художник, просто настолько утонченный, такой вот очень интересный человек. Мой дед, папин отец, он просто для себя, ну, раньше вообще много пели, да, и за столом, и не за столом. Вот он просто для себя пел арии. Дочка танцует, бабушка, мамина мама очень красиво танцевала. Дочка танцует просто очень на высоком уровне кавказские танцы и преподает с большим успехом. Сын, ну уж в кино-то у нас никто не снимался, это точно. Он Кроме сына. снимается, да, он снимается в фильмах, но просто вот, да, и он первый. Причем он не любит сниматься. Его берут на главные роли, я с ним договариваюсь, долго общаюсь, чтобы он вот пошел и снялся. Потрясающе получается. На кинотаврах, по-моему, уже все фильмы, где он участвовал, 2 на кинотавр. Сейчас 2-й пошел на кинотавр, обе главные роли. А в первом он главного героя Гудиков 2, по-моему. Только, ну, какую-то то ли детскую его часть. Это Алан Догузов, самый первый нас снимал режиссер. Он говорит, Зара, говорит, это как вообще это происходит? Говорит, они где только не заняли мое место. А я вижу его в математике. Потому что оба деда математики его, физик-математик и механик-математик. И там такие технические мозги в этой голове. Потому что это тоже так, ну так как-то. Зара, желаем вам и вашей семье счастья и, конечно же, новых творческих успехов. Спасибо. В начале нашего разговора вы обещали исполнить нам красивую народную классическую песню. Да, очень люблю. И зрители, вот, ну и мои зрители, и на любого зрителя, куда я не выходила, всегда всем очень она нравится. Русская народная песня «Потеряла я колечко». Давно. Тогда просим вас на сцену, Зара. Спасибо. Только выйду я с крылечка, как мой миленький за мной. Долго он у ясной речки разговаривал со мной. Подойди червоного золотца на колечке 3 словечка. Люби меня, молодца. Я колечко потеряла, я искала тут и там. К ясной
досады, мил дружок, ведь досада не рассада, не раскинешь по грядам, а кручина не лучина, не зажжешь по вечерам.